Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Я рада представить гостя нашей студии Олег Саакян, политолог. Витаю вас. Доброго вечера. Добрый вечер. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам по Вайберу абсолютно бесплатно. Также можете использовать программу Skype, адрес которого на экранах ваших телевизоров atr.tv. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начинаем наш эфир с экстренного информационного сообщения. Владимира Балуха, бывшего политического заключенного Кремля, избили ночью 8 сентября. Преступление совершила группа неизвестных лиц. У него сломана ключица и рука. Об этом сообщил экс-политический заключенный Олег Сенцов на своей странице в Facebook. Мужчину нашли только утром. Сейчас угрозы для его жизни нет. Врачи в медучреждении оказывают ему необходимую помощь. Сенцов позже добавил, что Балух был в сознании. Правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения. В офисе президента Украины уже отреагировали. Там выразили обеспокоенность в связи с избиением активиста из Крыма, бывшего политического заключенного Владимира Балуха, и призвали национальную полицию к быстрому и полному расследованию этого преступления. Наш корреспондент уже выехал к экс-политическому заключенному. Подробнее в следующих выпусках. Ну а тем временем в Крыму оккупационная власть ввела 3-й самый жесткий этап экономии воды. В Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах воду люди видят с 6 до 9 утра и с 18 до 21 вечера. Так оккупанты хотят сэкономить 60 тысяч кубометров каждый день. Подробнее в сюжете. Брунатну смердючу рідину, що тече з кранів у кримських оселях, навряд чи можна назвати питною. Та навіть це дають по графіку – 3 години зранку і 3 ввечері. Зокрема, жаліються в Сімферопольському селищі Грес. Місцеві умільці навіть записують відеоуроки, як зі зловонної коричневої рідини випарувати хоч краплю води. Такі наслідки режиму жорсткого заощадження від окупаційної влади. Через скарги кримчан окупаційний очільник півострова Сергій Аксьонов зібрав нараду, де наказав керівнику окупаційного підприємства «Вода Криму» брати воду де-інде. Водохранилищ, что мы работали по водоводу 1200, который не работал там кучу лет, и, естественно, он был загрязнен. Так вот сейчас мы делаем так, что эту воду артезианскую и только ее погоним на ГРЭС, а воду Симферопольского и партизанского водохранилища туда транспортировать не будем. Останніми тижнями окупанти черпають вже мул і бруд з дна партизанського та сімферопольського водосховищ. І все це старими і ржавими трубами доставляють до осель кримчан. Для ГРЕСу джерелом води мають стати артезіанські свердловини. А тим часом люди мають стояти в довжелезних чергах за привозною в пластмасових діжках. Задіяли окупанти і пропагандистів. Ті журять людей за марнотратство та привчають до нових посушливих реалій. Наверное, пришло время вспомнить, что еще задолго до нас придумали, как можно сохранить воду. К примеру, не запускать незагруженную полностью стиральную машину, которая потратит на стирку блузки или брюк в среднем до 30 литров воды. А ведь это суточная питьевая норма как минимум 15 человек. Или 3 ведра, уходящие в никуда. Такі пластмасові діжки – тренд на півострові. Їх окупанти ставлять біля шкіл, дитячих садочків і в житлових масивах. Втім, минулого тижня невідомі розрубали 5 бочок сокирою. А таких, згідно російських реалій, треба здавати відомим органам, як вчать пропагандисти. Пока что только совместными усилиями каждого из нас можно преодолеть трудности с водоснабжением. Для начала, к примеру, починив текущий кран у себя в ванной или позвонив куда следует при виде вандала, рубящего топором общественную бочку с водой. Попри офіційне спростування, окупаційна влада досі тиражує маячню про буцімто співпрацю з ООН щодо води для Криму. Вигадують чергові побрехеньки про водний геноцид та інше.
Але забувають, що напитись півострів зможе тільки дніпровською водою і тільки після остаточної деокупації. Владислав Стужук, Заман, АТР. Насколько, по-вашему, сегодня критической остается ситуация с водой на территории временно оккупированного Крыма? Смотрите, мне сложно сказать, поскольку я не являюсь, например, гидрометеорологом для того, чтобы сказать, какой нормальный уровень воды, насколько засушливое сейчас лето или нет. Я не являюсь экспертом в воде, скажем, для того, чтобы технологически объяснить. Но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые понятны даже с точки зрения политической науки, либо просто взгляда обывателя. Во-первых, мы понимаем то, что в Крыму воды критически не хватает, и все расчеты, которые были и советские, и послесоветские, они показывали, что Крым нормально развиваться и жить без воды Днепровской не может. При этом, если брать население местное, то для потребностей населения воды в Крыму достаточно и даже больше, нежели требует населения. Но что сделала Российская Федерация? Во-первых, они решили повысить население Крыма за счет демографического замещения, переселяя население с российского материка на Крым. Таким образом, повышая лояльность местного населения, делая пришлое население де-факто местным, и повышая нагрузку, в том числе и на потребление воды. С одной стороны. С другой стороны, Россия направляет те водные ресурсы, которые есть, не для местного населения, а направляет для содержания армейского корпуса на этих территориях, для обеспечения техники, вооружения и так далее. Часть российского вооружения является не, скажем, не самых последних технологий, которые требуют системы охлаждения, те же РЛС, та же тяжелое оборудование военное. И, соответственно, это потребляет воды гораздо больше, чем человек, который возьмет и запустит стиральную машинку и постирает вещи. Поэтому, когда российские пропагандисты рассказывают, что давайте не будем стирать вещи, а у нас будут тонны воды идти на то, чтобы просто охлаждать очередной радар, который необходим для того, чтобы Крым выполнял свою роль сухопутного авианосца, то это выглядит не просто цинично, а это выглядит антигуманно. Тем более, когда Россия пытается всячески обвинять Украину в том, что якобы Украина таким образом устраивает гуманитарный кризис в Крыму. Ведь стоит напомнить, что воды местной хватает. И Россия, когда эти водные ресурсы, которые принадлежат крымчанам, которые есть водные ресурсы Крыма, собственно, направляет на угоду и в интересах оккупационных войск, а не в угоду местного населения. Извините, военных своих не надо поить, а забирайте в Россию, уменьшайте количество контингента, выводите пришлое население, тех чиновников, которых присылали всех остальных, и дайте воду местному населению. Все расчеты показывают, что этой воды более чем достаточно. Поэтому любые обвинения в сторону Украины здесь, они и с точки зрения логики, они неправильны, и с точки зрения математики, они неверны, и с точки зрения международного гуманитарного права. Россия, когда принимала решение о присоединении Крыма, об его аннексии, она же, наверное, понимала, что она присоединяет и какие-то риски будут. И мы помним российскую пропаганду про камни с неба, про то, что в родную гавань, и про то, как замечательно будет житься в Крыму. Ну так извините, это такие были дураки, стратеги в Кремле, которые не понимали, что существует Северокрымский канал, который поставляет они не воду. ожидали жесткой реакции от материковой Украины? Я более чем уверен, что у России в планах было дестабилизация еще ряда регионов в Украине, получение контроля за каналом еще в Херсонской области. Вот тут и возникает, собственно, вопрос, а может ли Путин пойти на эскалацию ради достижения своей цели и возобновления водоснабжения в Крым, Днепровской воды? Вот теперь может ли пойти на Херсон? А вот теперь уже это напоминает запихивание зубной пасты обратно в тюбик. Невозможно. Потому что даже если представить себе ситуацию, что Россия делает блицкриг, и это весь мир закрывает глаза, не замечает. Украинская армия в этот момент всем своим составом пошла покурить, а украинское общество занимается чем-то другим. Ну, в общем, вот прям идеальные условия, или Украины вообще не существует, и вот они просто взяли и открыли вентиль. Теперь, через столько лет отсутствия воды в Северокрымском канале, во-первых, часть его была раскрадена на металлолом. И мы это прекрасно знаем, и есть информация об этом даже в пропагандистских российских медиа. Раз. Два. Земля требует насыщения водой для того, чтобы по каналу проходила вода. Только 2-3 года земля будет насыщаться водой, она просто будет по каналу уходить под землю для того, чтобы канал начал превращаться в реку, и по нему шла вода и доходила до конечного потребителя. Третий момент. За счет того, что Россия выкачивает артезианские воды и нарушает этим экологический цикл, она усиливает опустошение земель Степного Крыма, и таким образом фактически подземные воды уходят еще глубже. И, соответственно, теперь емкость потребности воды, которая необходима, чтобы пропитывалась через землю для того, чтобы проходила вода, то есть технические издержки водные, они будут кратно выше.
А берем теперь еще фактор того, что в Украине Херсонская область перепрофилировалась на ряд продукции, которая выращивалась в Крыму для того, чтобы заместить внутренние потребности рынка. И часть этой воды, которая шла на Крым, она теперь абсолютно благополучно используется аграриями в Херсонской области. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Эскендера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, руководителя Крымско-татарского ресурсного центра, который с нами сейчас на прямой связи. Эскендер Агай, ассаляму алейкум. Алейкум селям. Эскендер Агай, я знаю, что ваш Крымско-татарский ресурсный центр занимается вопросом воды, вы следите за ситуацией, которая там сложилась. Насколько сегодня вообще в Крыму остаются сложные ситуации с наполняемостью водохранилищ? Грозит ли Крыму сегодня гуманитарная катастрофа? Но на самом деле именно с наполняемостью водохранилищ действительно существует серьезная проблема, во-первых. Во-вторых, дело в том, что близится отопительный сезон, и для запуска отопительного сезона непосредственно нужны подготовительные работы, которые требуют тоже огромное количество воды. Поэтому, кроме того, по нашим данным, многие водохранилища, или в большинстве своем водохранилища, вода в этих водохранилищах уже ниже мертвой зоны. Что под этим подразумевается? Это говорит о том, что уже даже может возникнуть проблема с дамбами, и, соответственно, даже если вдруг завтра появится сверху нальется очень много воды, то, соответственно, эти дамбы могут не держать потоки воды. Что касается самого процесса, близится ли, скажем, гуманитарная катастрофа и так далее, вот здесь мы должны разделить два основных вопроса. Один вопрос, что гуманитарная катастрофа будет, если будет продолжаться нерациональное использование естественных природных водных ресурсов Крыма. И действительно правильно была речь о том, что Российская Федерация, во-первых, за протяжении всех этих 6 лет, а если возьмем даже последние 3 месяца, когда явно было видно, что если, к примеру, к концу июля запас воды оставался 85 миллионов кубометров, что на 7,5 миллионов кубометров меньше предыдущего месяца, то речь идет уже о том, что вот такой быстротой уменьшаются запасы воды. Вся эта риторика российских специалистов и так далее о том, что якобы они поведут воду из Российской Федерации, из Кубани, из Ростова, они тоже никчемные, потому что действительно маловодный год. А кроме того, по опреснению воды с Черного моря это очень дорогостоящий проект, он для них нереален. А вот хочу обратить внимание, что нерациональное и преступное использование водных ресурсов Крыма, это действительно об этом нужно даже говорить на самых высоких площадках, в том числе в ООН. И мы над этим Ну вот тут я и хотела спросить, за 6 лет оккупационные власти Крыма не сделали ничего, чтобы избежать дефицита воды. Может ли сегодня официальный Киев обращаться с иском в международные суды за то, что Россия довела до такого состояния Крым? Ну, с иском я бы пока не спешил бы говорить, но во всяком случае с жалобами соответствующие международные структуры, конечно же, можно, и мы над этим сегодня работаем. И мы должны делать акцент, что дело в том, что российская оккупационная власть не только ничего не делала по обеспечению воды, а наоборот, они максимально использовали уже золотой запас воды Крыма. То есть это как раз-таки линза пресной воды, которая находится в Нижнегорском и Джанкойском районе, откуда они начали бессистемно качать эту воду. Я напомню, что еще в советские времена и в украинские времена запрещалось, они были затампонированы, эти скважины, и, соответственно, запрещалось использовать эту воду. И я хочу здесь немножко поправить. Та вода, которая выкачивается с этой линзы, она не просто создает пустоту, а туда она начинает заполняться соленой водой. И на самом деле это приводит к очень серьезным проблемам, на которые уже по сегодняшний день эксперты насчитывают 50 лет для того, чтобы только восстановить баланс, то есть чтобы как-то компенсировать то, что они творили. Поэтому вот в этом случае действительно мы должны системно, и государство Украины, и все организации, которые занимаются мониторингом, должны собрать максимально материалов для того, чтобы действительно обвинить Российскую Федерацию в нерациональном, а даже, может быть, в преступном использовании природных ресурсов, в частности, водных ресурсов Крыма. Но мы же вот видим, что
оккупанты, изменники в виде Натальи Поклонской, они апеллируют к международным организациям, обращаются в ООН, и там, понятно, им отвечают, и они эту информацию подают именно в таком виде, в который она им выгодна. Да? Они говорят, что вот нам ООН отвечает, и говорят, что за всю ответственность за ситуацию, которая сложилась в Крыму, несет Российская Федерация вместе с Украиной. Перекручивают эту информацию. Когда вообще ООН перестанет отвечать на запросы оккупантов? Может ли быть такое, Олег? Но здесь я хочу обратить внимание, что бюрократия он построена таким образом. Кто бы ни обратился, они в любом случае будут писать ответы. И это на самом деле нормальный процесс. Другой вопрос, что после ответа как раз пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН Руперт Кольби, он опроверг заявление Поклонской и заявил о том, что еще раз подтвердил о том, сослался на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Крым оккупирован и что в поддержку целостности Украины. Но я бы не расслаблялся, и в этом случае ни в коей мере не должна расслабляться украинская власть. Мы должны четко понимать, что все эти процессы Российская Федерация делает не просто так. То есть периодически забрасываются вот такие жалобы, и в любом случае начинается коммуникация. Вот здесь в рамках этой коммуникации тут уже идут определенные игры, когда ООН в соответствии со своим мандатом заявляет о том, что у нас есть миссия в Украине, и, соответственно, миссия в Украине может дать соответствующую оценку, анализ и предоставить полную информацию. С другой стороны, мы понимаем, что Российская Федерация не захочет запустить именно украинскую миссию ООН на территории оккупированного Крыма. Но вы понимаете, все процессы, это коммуникация. И поэтому нам нужно не расслабляться и четко демонстрировать то, что, с одной стороны, оккупант нерационально использует природные ресурсы, водные ресурсы, во-вторых, у них преступные действия, а в-третьих, они оккупировали территорию, соответственно, не дают своевременно мониторить компетентным органам Организации Объединенных Наций все эти процессы. Олег, а как бы вы прокомментировали вот эту ситуацию с Организацией Объединенных Наций и оккупантов, которые к ним апеллируют? Ну, смотрите, Россия будет всегда апеллировать, и российские пропагандисты будут это использовать. Мы же знаем прекрасно, как вас называют, как меня называют, как ваш телеканал называют российские медиа. Ну, им верить и себя не уважать. Поэтому, конечно же, в данном случае это в рамках пропаганды будет всегда использоваться. И международные институции, абсолютно правильно было сказано, они должны отвечать. Тем более, если приходят на бланки российского парламента, вполне вероятно, этот запрос. Но они отвечают не конкретно личности, не отвечают на запрос. И потом это перекручивается, что было подтверждено, что то, что было сказано Поклонской, оно не соответствует действительности тому ответу, который был. Если говорить об ситуации более всецело, то действительно Украине необходимо на разных площадках уже сейчас работать над аргументированной позицией по двум вещам. Первое – это действительно гуманитарная катастрофа, которая может быть в Крыму вследствие действий российских властей на оккупированных территориях, за которые несут, согласно Женевской конвенции, полноту ответственности. Если по востоку Украины Россия пытается еще как-то с этой ответственности огородами уйти, то по Крыму Россия присоединила к себе, аннексировала эти территории, и она несет полную ответственность как государство. И те риски, которые они несут, и прочее другое. И в данном случае, действительно, направляя ресурс на военные нужды, а не на гуманитарные нужды, Российская Федерация совершает акты гуманитарного кризиса, создают этот гуманитарный кризис. Второе – это экоцид. Абсолютно было верно сказано, то, что воды уходят подземные, в пустоты заходят солончаки, и, соответственно, та катастрофа, которая Крым ожидает вследствие этого, она будет растянута во времени. И действительно, если сейчас еще есть возможности в период длительного времени восстановления экологического этого вреда, который наносится, то вполне вероятно на определенных этапах и в определенных вещах этот уже нанесенный ущерб может быть невосполнимым. И это уже будет действительно экоцидом фактически, поскольку нарушаются процессы экологические, которые, я уже не говорю, помним, как учения россияне проводили военные в местах размножения дельфинов, которые после Советского Союза с горем пополам в украинское время независимости восстанавливались, многие другие вещи. Это тоже стоит документировать. И тут необходимо готовить аргументационную базу. Третий момент, то, что информационная и культурно-дипломатическая работа в этом поле также нужна. Потому что российское лобби и бизнесовое, и дипломатическое, и культурное на Западе работает. И очень часто, когда стоят на весах с одной стороны ценности, а с другой рациональные политические интересы, реальная политика,
то далеко не бизнес, всегда, скажем так. то далеко не всегда эти весы показывают точный вес. И здесь Украине необходимо противостоять этим усилиям России. На оккупированных территориях Донбасса и Крыма темы для обсуждения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она, напомню, откроется 15 сентября, как сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины. Эмне Джапар – это дополнительная возможность для Украины рассказать миру, как нарушаются права людей на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и российских преступлениях там. Давайте послушаем ее цитату и продолжим. Гарна новина з Нью-Йорка. Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про «нас там нет» та «Крим наш». Эскендер Ага, что это нам даст? Но мы неоднократно говорили в студии о том, что резолюция Генеральной Ассамблеи не носит рекомендательный характер. Но, с другой стороны, мы четко понимаем, что это авторитетный орган, и, соответственно, данная резолюция дает возможность, во-первых, в первую очередь, мы должны понимать, что вся бюрократия ООН или вся система ООН уже работает на основании данной резолюции. И если резолюция назвала россиян оккупантами, то будет каждый чиновник ООН называть россиян оккупантами. Поэтому это очень важно. С другой стороны, на это в том числе и ориентируются и в том числе и международные суды, потому что это авторитетное решение, и в том числе другие международные организации. Кроме того, я надеюсь, что этот раз в резолюциях, мы говорили о 2 резолюциях, это будет 5-я резолюция по нарушению прав человека и 3-я резолюция по милитаризации Крыма. И в контексте резолюции там уже будет видно, либо, скорее всего, по милитаризации обязательно должны быть моменты включены по экоциду или нарушению экосистемы со стороны страны-оккупанта. И вот как раз-таки это неплохой контекст в контексте, или неплохой посыл, я бы сказал, в контексте иррационального и преступного использования природных ресурсов, биологических и полезных ископаемых, в том числе и водных ресурсов в Крыму. Чулсал у нас Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Тешекурлерин Бальдеримс. Очередная сессия, да, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наверняка мы услышим хорошие заявления, услышим обеспокоенность. Более того, если правдивая информация, я сейчас пытался проверить, 23 числа президент Зеленский будет выступать, и, насколько мне известно, уже в его речи будет вопрос Крыма, и персонально у него имплементированный вопрос востока Украины, как неразрывные кейсы оккупации России территории Украины, и проблематики, в частности, эти будут подниматься. Да. Все верно. И опять же у меня возникает вопрос. Окей, хорошо. Действительно, много чего интересного мы услышим и правильного услышим. Но что это нам даст? Что это, каким образом это изменит ситуацию, если институциональный юридический строй уже нарушен Российской Федерацией, которая не выполняет какие-либо директивы международных организаций, которая не обращает внимания ни на какие решения международных организаций, резолюций. По сути, Путин открыл, да, такой ящик Пандоры и показал: вот я оккупировал территорию, что вы мне сделаете? Абсолютно верно. И продемонстрировал, что мировой порядок, который сложился в жерновах 2 войн мировых, он оказался неэффективным, а не чтобы защитить и выполнить обязательства, а не для того, чтобы отреагировать и пресечь, а не для того, чтобы притянуть к ответственности. И мы видим то, что все это происходит во многом и кейсы грузинские, приднестровские, Украина, Крым и Восток. Это все является цепочкой одного и того же расшатывания этого мирового порядка. Что остается у мира тогда? У России интерес очень простой в этом. В том, что Россия экономически это слабая страна на самом деле. ВВП России равняется ВВП Италии. По европейским меркам это не самая богатая страна. ВВП России меньше, нежели Германии и даже Франции и так далее. То есть в данном случае Россия не может потягаться в мире экономикой. Демография. Россия убывающая страна. Демографически она не может ничего противопоставить и даже соседним странам. А инновационно Сколково провалилась, любые проекты инноваций, развития России провалились. Фактически инновационно она проигрывает Японии соседней, которая значительно меньше территориями, а демографически сильнее, инновационно сильнее, экономически сильнее.
какая Япония и какая Российская Федерация, сколько залежей полезных в Японии, сколько залежей в Российской Федерации. Таким образом, у России, кроме ядерной боеголовки и кроме грубой силы, нет никакого другого аргумента, которым она могла конкурировать. И они его по максимуму используют. Почему необходимо на этих площадках добиваться таких заявлений? Казалось бы, бессмысленных, потому что они вроде бы ничего не меняют. На самом деле у нас ситуация очень простая и банальна. Необходимо бежать, чтобы стоять на месте. Поскольку ситуация в случае, если мы начнем сдавать международные площадки, она может усугубиться. Если мы их выигрываем, она не улучшается, но она не усугубляется и остается окно возможностей. Потому что с каждым годом Российская Федерация тоже ослабевает. Она рассчитывала на блицкриг. Точно так же, как россияне просчитали с водой в Крым, потому что надеялись, что им удастся дестабилизировать всю Украину или выкрутить руки окончательно для того, чтобы Украина пустила воду еще тогда, либо оккупировать еще больше территорий, либо установить собственное марионеточное правительство в Украине. В общем, какими-либо способами не достигнуть того, чтобы вообще был перерыв в подаче воды больше, чем 1 год, условно, который там можно было еще заполнить. Точно так же просчитывается и во всех других шагах. Россия не настолько гиперинтеллектуальна и всемогуща, как это хотелось бы россиянам и хотелось бы Кремлю представлять россиянам. Поэтому тут эти площадки абсолютно было верно сказано. Чиновники начинают этим пользоваться, а судебные международные институции пользоваться. Государства, которые находятся далеко и которым проблематика украино-российской войны неизвестна и непонятна, они не знают, в чем вопрос, они будут ссылаться на решения больших институций, когда принимают собственные решения и выстраивают свою внешнюю политику. В частности, ООН есть авторитетная институция в этом плане. Поэтому для Украины здесь важно контролировать все эти дипломатические высоты стратегически, так же, как и на линии фронта, для того, чтобы возможность была задавать свою повестку и не давать Российской Федерации переиграть. Поскольку ряд субъектов международных были бы вполне не прочь скормить так же, как и Грузию, как и Молдову в свое время, скормить России и сделать вид, что ничего не произошло, чуть-чуть поругались, через 10 лет нормализировали отношения и дальше торгуют, и дальше все хорошо. Давайте к следующей теме. Разговор между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и его российским коллегой не состоялся. В лучших традициях россиян они вначале согласились, а потом сослались на занятость. Дальше давайте послушаем прямую речь нашего министра, о чем он планировал говорить с Лавровым. Про що планували говорити? Дуже просто. Перше питання – як пояснить Росія те, що трапилось? Друге – чи залишається вона вірною домовленостям про режим припинення вогню? І третє – обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка повинна відбутися одразу після зустрічі радників. І як це має відбутись у світлі нещодавніх обстрілів? Военный эксперт Олег Стариков с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Впервые за долгое время было такое перемирие, если я не ошибаюсь, 42 дня, да, был режим тишины. Но вот сейчас, как мы видим, он нарушен, погиб 1 солдат, 1 украинский военный ранен. С чем вы связываете нарушение тишины? Вообще можно ли его с чем-то связывать, когда мы говорим о вражеской стороне, о русских оккупантах? Ну, в принципе, все в мире относительно, как и на востоке страны, потому что одни считают, что есть перемирие, другие нет перемирия. Наши вооруженные силы, конкретно операция Объединенных сил, выполняют задачи по соблюдению суверенитета и территориальной целостности. С той стороны, так называемые войска 1-й и 2-й армейского корпуса Южного военного округа считают, что мы нарушаем. Поэтому в этой ситуации, именно в ситуации конфликта малоинтенсивности, который перешел в вооруженный конфликт, который перешел в конфликт малоинтенсивности после подписания Минска-2, в принципе, это реально даже не дело. То идет эскалация, то деэскалация, то эскалация, то и деэскалация. Поэтому без решения политической составляющей, военная составляющая будет и дальше на первом месте. Но, в принципе, с таким количеством, извините за такое циничное слово, погибших или раненых наших солдат. Поэтому здесь, знаете, вот как говорил Шарль-Марис де Таллейран, это министр иностранных дел после революционной Франции, война — это слишком серьезное дело, чтобы поручать ее военно. Поэтому все должны решать политики. Конкретно вы давали подводку министра иностранных дел Украины. Вот это он сейчас на переднем крае той войны, которая сейчас происходит, и он должен конкретно решать все задачи для того, чтобы не гибли наши военнослужащие.
Ну скажите, а вот нарушение тишины может ли каким-то образом подорвать переговорные процессы, которые запланированы между советниками лидеров нормандской четверки, далее министрами иностранных дел, а далее и после лидеров? Давайте дадим слово политологу Олегу Асаакяну с политологической точки зрения. Ну, в реальности подорвать они не могут, если есть воля с двух сторон, кому чтобы эта встреча произошла и для того, чтобы эти консультации были. Мы видим, что Российская Федерация пытается всячески сорвать эти переговоры. Они блокировали встречи последние две в формате ТКГ в Минске. Одну из них просто истерически господин Грызлов срывал тем, что выключал видео, связь, они выпадали из нее. Если говорить об нормандском формате, Россия всячески, помним, письмо Козака относительно того, что вообще надо этот формат политических консультантов свести сугубо до подготовки протокола и написания, никаких встреч не надо, и нормандский формат встречаться не стоит. Россия всячески пытается саботировать и не провести их. В таком случае и срыв огня, конечно же, является инструментом, в частности, и потому, чтобы сорвать такую встречу, чтобы апеллировать к этому, как к некому откату в переговорах, соответственно, не о чем встречаться. Более того, здесь эти обстрелы были обоснованы несколькими вещами, мне кажется. Первый момент геополитического разреза – это ситуация с Навальным и ситуация по Беларуси. России необходимо было снова поджечь здесь для того, чтобы расконцентрировать внимание европейцев. И таким образом играть на нескольких полях взаимоконвертируемую игру, как они это очень любят делать. Раз. Два. Украинской дипломатии удалось тактически переиграть в ответе на угрозы, которые Россия озвучила устами Пушилина относительно того, что 7 числа они бы обстреляли под шумами наши военные позиции, якобы из-за того, что мы обустраивали там технические сооружения, инженерные сооружения. Украине удалось переиграть таким образом. Было сделано быстро заявление, подготовлено. Все институции сработали эффективно для того, чтобы обеспечить возможность ОБСЕ, и ОБСЕ сработала, поехать, верифицировать, что никаких таких работ не велось, никакого нарушения с украинской стороны не было. И тут Россия делала специальное заявление 5-го, а 7-го обстреливать перед выходными, думая то, что институционально не успеем отреагировать, и ОБСЕ на выходных никуда ничего не поедет верифицировать. И, соответственно, они легитимируют все обстрелы. А получилась обратная ситуация. С момента, когда верифицировали, что Украина не нарушала, теперь Россия стала перед выбором стрелять, не стрелять. Не стрелять тогда в заданное время – это потерять лицо. То есть пообещали, но не выстрелили. Стрелять – это четко задокументировано, что Пушилин дал приказ этот и угрожал этим обстрелом, и он состоялся. Соответственно, пришлось на сутки ранее срывать пломбу и делать эти провокации для того, чтобы был ответный огонь, для того, чтобы потом можно было сказать, ну не все так однозначно, постреляли, а кто начал, неизвестно, пускай ОБСЕ разбирается. А ОБСЕ, чтобы выдать коммюнике, необходимо его согласовать консенсусом всех представителей, которые сидят в штаб-квартире. А в штаб-квартире сидит Российская Федерация, которая не пропускает такие коммюнике с однозначными четкими формулировками. И, кстати, мы 7 числа видели обстрел, анонсированный Пушилиным? Не было этого обстрела. И Российская Федерация таким образом для себя сняла эти риски, создав шум войны и фактически откатив ситуацию. И третий момент, конечно же, это инструмент давления на украинскую власть, потому что президент Зеленский абсолютно, мы видим, во всей своей риторике и в своих искренних побуждениях всячески апеллирует к прекращению огня, к гуманистической ценности этого. И таким образом попадает в ловушку российскую относительно интенсивности огня. Когда россияне открывают огонь, они фактически дают пас обоим политическим флангам для атаки власти, выдавая это как поражение Зеленского, как его промах. И фактически таким образом Российская Федерация это использует для модерирования внутриполитического противостояния в Украине. Олег, вот буквально у нас несколько минут еще до завершения этой темы. Вот вы согласны с такой теорией? Ну, в принципе, после, опять же, подписания Минска-2, именно вооруженный конфликт перерос в конфликт малой интенсивности, а то, что мы сейчас называем гибридной войной. А на первом месте гибридной войны является или дипломатическая, или информационная составляющая, потом экономическая. Поэтому сейчас надо выигрывать на вот первом. Я же не зря сказал, министр иностранных дел — это главный военный, то есть главный человек, который должен решать все задачи и преследует интересы Украины, а за ним стоит наши вооруженные силы. Поэтому это вот самое основное. И насколько он будет эффективен и убедителен для мирового сообщества, настолько мы будем его побеждать. И второе. Дело в том, что в соответствии со всеми договоренностями Украина имеет полное право на своей территории, не переходя линию разграничения, которая была вызначена Минском-1, производить любые виды
Никто это не запрещает. Даже поднимать беспилотники для того, чтобы проводить обеспечение, то есть разведку, ну и тому подобное. Поэтому здесь это больше, опять же, не со стороны военной, это больше со стороны информационной для того, чтобы заставить Украину, тут это называется операция, это называется принуждение каким-то, побуждение каким-то действием. Вот они пытались побудить Украину и выйти из того затишья, которое есть, в том числе преследуя разные цели, которые говорил политолог, я их перечислять не буду. Но самое основное другое, что наши вооруженные, то есть наша командование операции Объединенных сил полностью в соответствии, как они должны действовать, выдержала весь этот натиск, в том числе информационный, и показала, что в любом случае, если будет какое-то нарушение, мы ответим адекватно. И знаешь, потихоньку подвели артиллерийские подразделения для того, чтобы в случае, если что-то будет, сразу же должна быть дать ответ. Но я, в принципе, на 99,9%, извините, говорю, я уверен, тут нельзя говорить в уверенности или нет, но я, в принципе, считаю, что никаких обстрелов не будет. Это такая информационные бомбы друг друга летают. Дякую. Олег Стариков, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Ну вот, а сама встреча советников глав лидеров Нормандской четверки запланирована на 11 сентября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте послушаем гаранта Конституции. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки з'єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ті домовленості, які були на рівні трьохсторонньої контактної групи. У нас були, і тут навіщо будемо говорити, кількість термінових нарад з приводу цієї провокації. Дійсно багато чого робиться і зроблено, як військовими, так і розвідниками нашої країни. Тому ми все одно будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великої кількості як поранених, так і загиблих. О чем будут говорить советники на очередной встрече? Увидим ли мы каких-то практических решений и результатов? Посмотрим, состоится ли она. Ну, вероятность есть, что состоится. Я думаю, что никаких кардинальных решений там не будет. И Российская Федерация будет всячески саботировать эту встречу, сведет ее до сугубо канцелярской работы фактически. Никакого коммюнике, скорее всего, не будет принято, потому что Россия не принимает ту повестку, которая предлагается Украиной, Францией и Германией. Россия пытается всячески съехать с собственной субъектности в российско-украинской войне, подставляя своих аватаров. И таким образом для них сейчас встреча в нормандском формате — это, в отличие от Минска, где вообще не присутствуют, не могут присутствовать, даже Россия пригласить с собой не может своих марионеток с оккупированных территорий. Это еще раз подтверждение самой роли России и потребность брать какие-то обязательства на себя России. Тем более, если провести аудит тех шагов, которые были сделаны Украиной и Российской Федерацией, то мы увидим, что это непропорциональные действия, которые были с Украиной как демонстрация доброй воли и как меры доверия, скажем, а со стороны Российской Федерации, наоборот, был саботаж и демонтаж Минска де-факто. И, соответственно, для России это очень невыгодно. Если говорить о самом перемирии, то, скорее всего, мы будем видеть и дальше тлеющий конфликт низкой интенсивности, но с пониженной этой интенсивностью. То есть перемирие условно, режим прекращения огня будет действовать, но периодически он будет провокативно нарушаться в угоду российским геополитическим и внутреннеполитическим украинским интересам. В любом случае, если говорить о том перемирии, которое длилось, то оно отыграло свою позитивную роль, и оно точно стоило тех усилий, которые прикладывали и президент, и офисы, и Министерство иностранных дел, и профильное Министерство Украины, поскольку различные ведомства были в этот процесс вовлечены, и надо должное военным, которые на этот раз могли организовать хорошую систему верификации и контроля в середине самих армейцев. А это очень необходимо, потому что мы понимаем, что периодически огонь может открываться не по причинам стратегическим, а вследствие того, что где-то пошла контрабанда, которую необходимо смазать, прикрыть и так далее. То есть ужасы войны и ее отвратительное лицо, мы прекрасно понимаем, что оно есть. И, соответственно, военные здесь отыграли свою роль. И, в частности, благодаря этому мы видим, что за весь этот период до
фактически нарушения Российской Федерации перемирия не было смертей ни среди гражданского населения, что очень важно, ни среди военных. И это, конечно же, позитивно. Если бы удавалось и дальше удержать, в чем я очень сомневаюсь, что Российская Федерация будет делать такой подарок, то, конечно, это было бы хорошо. Давайте подключим Андрея Шкеля, политолога из Франции, который с нами на прямой связи. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю навзаєм, доброго дня. На 11 сентября предположительно запланировали встречу советников лидеров нормандской четверки. Чего вы ожидаете от этой встречи? Вот если вспомнить последнюю встречу лидеров нормандской четверки, было коммюнике, которое, к сожалению, не было реализовано, не было обмена всех на всех. Ну вот этот раз очередная встреча, только уже на уровне советников. Увидим ли мы каких-то реальных, конкретных результатов? Ну, давайте спочатку дочекаємося самої зустрічі. Поки що прозвучала дата 11 вересня. Міністерство закордонних справ сказало, що точно все відбудеться до кінця місяця. Ця зустріч і інакша. Ну, в будь-якому випадку певності у тому, що зустріч відбудеться, немає у жодної зі сторін. А заява ця, звичайно, є позитивна для України, тому що Україна тут в даній ситуації трошки ініціює зібрання учасників нормандського формату після провокації, яка відбулася на російсько-українському на лінії українсько-російського протистояння. Це все, ну, тобто виглядає це абсолютно нормально, не дуже своєчасно, але якби позитивно і грає на бік України. Єдина проблема в тому, що геополітична ситуація в світі зараз трошки не така. Тобто Білорусія, отруєння Навального, ситуація в Хабаровську відтягує увагу, скажімо, західного світу, ну плюс я вже не кажу про загальносвітові проблеми, такі як COVID-19, відтягує увагу від подій в Україні. Тому українська сторона має бути тут постійним ініціатором. Вона має бути хронічним ініціатором, перманентним ініціатором інтересу до стану речей в Україні. І в Україні, як на лінії розмежування на Донбасі, так і в Україні на окупованій території України, тобто в Криму. Це все має бути властиво головним українським доменом у всіх зовнішніх посуваннях, у всіх зовнішніх починаннях, у всіх зовнішніх діях. І активність має бути максимальною. Те, що, скажімо, не робить Офіс Президента, має робити Міністерство закордонних справ. Те, що не допрацьовують навіть ці дві структури, мають робити міжпарламентські ініціативні групи, які мають діяти постійно. Звісно, треба реагувати на міжнародні події. Звісно, ситуація в Білорусі наближає до розв'язання цієї українсько-російської, білоруської, тобто постсовєтського вузла. Але тим не менше, головний меседж закордонний має бути від України саме з питань проблем військових, які створює, воєнних, які створює Росія Україні на Сході і на Півдні. Да, но мы знаем нашу повестку дня, мы примерно понимаем, на чем будет настаивать Российская Федерация. По сути, они хотят конфедерацию, да, в нашей стране. Да, какая будет риторика у Франции и Германии, чего ждать от них? Франція і Німеччина будуть виступати за мир. Це головний меседж буде. Мир, спокій і розв'язання. Тобто єдине, що зараз спрацювало на користь України, отруєння Навального, зокрема, останній вже така криплина, яка буде спонукати їх до більш рішучих заяв, до, не знаю, чи рішучих дій, але точно рішучих заяв. І головне, що французький президент вже вустами свого міністра закордонних справ заявив, що Франція не зацікавлена в зберіганні заморожених конфліктів. Тобто мир супер, добре, що не лється кров, не гинуть люди, але заморожені конфлікти достатньо вже. Є Придністровський, трошки далі, але все одно існує, про себе нагадує грузинський, азербайджанський, вірменський, і українського буде занадто багато для євроазійського чи європейського континенту. Тому тут дуже важливим буде використання ось цього, ну скажімо так, незадоволення Москвою, роздратування Кремлем, яке абсолютно чітко демонструє нині Париж. Тобто, звісно, комусь в Україні може видатись мало ефектно чи мало картинно, але повірте, заява міністра оборони Франції про арешт російського шпигуна не дуже високого рівня, але він завдав достатньої шкоди. Але заява ця, я вже казав, напевно, є ляпасом Кремлю, тобто таким щелбаном по носові. І цим треба скористатися в Україні, в першу чергу. У своєму порядку денному, знаючи, що Франція роздратована.
Берлін теж отруєнням Навального. Давайте к следующей новости. Запрет на въезд и замороженные активы. Послы Европейского Союза уже завтра продлят санкции против ответственных за подрыв территориальной целостности нашей страны Украины. Об этом сообщил журналист Рикард Джозвик. Давайте его послушаем. Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України. Продовження буде за 6 місяців, як зазвичай. Олег, мы видим, что каждые полгода европейские послы голосуют за пролонгацию уже существующих санкций из-за подрыва нашей территориальной целостности. Но увидим ли мы ужесточение этих санкций? Вполне вероятно, что мы можем увидеть на фоне ситуации с Навальным и ситуации по Беларуси. Это не будет связано с Украиной напрямую, но это будет связано с этими кейсами. Относительно Украины пока что об ужесточении санкций не идет речь. Идет речь об их удержании. Тут Россия просто не дает никаких аргументов для того, чтобы эти санкции можно было смягчить. Поскольку есть ряд государств на территории Европы, членов Европейского Союза, которые фактически, скажем, были бы не прочь эти санкции смягчить, но они не готовы взять на себя ответственность за то, чтобы этот консенсус внутриевропейский развалить. Пока их не критическое количество. А объективных поводов у России нет. Поэтому я думаю, что и сейчас будет приниматься, и дальше будет продолжаться этот пакет санкций. А новый может быть в случае, если и на украинской линии Россия допустит какие-то, скажем, серьезные упущения в своей деятельности для того, чтобы маскировать собственные интересы. Андрей, а вы как считаете, в каком случае может быть ужесточены санкции в отношении Российской Федерации? Ну, власне, в цьому випадку вони будуть, ну, скажімо, якщо не жорсткішими, то точно вони будуть супроводжені достатньо зрозумілими і відкритими коментарями, що не характерно для європейського зовнішньополітичної, скажімо так, реакції. А коли будуть жорсткіші, ніж ті, що будуть зараз, ну, не тільки українські кейси, я погоджуюсь, що Європа розглядає безпеку континенту в контексті тих, хто цю безпеку підриває. Росія є головним підривачем європейської безпеки, і тут вже немає дискусії всередині Європейського Союзу, є чи блоку НАТО. Є тільки дискусії, яким чином на це реагувати. І країни, які було задано, що вони, мовляв, хочуть пом'якшити санкції, вони більше хочуть зараз європейські гроші для того, щоб компенсувати втрати, які сталися після COVID-19. Ті 500 мільярдів вони хоч розподілилися, але ще буде наступний транш. Тому їхній голос захований глибоко в собі щодо того, аби послабити санкції проти Росії, для того, щоб їм це було вигідно економічно. Значно вигідніше економічно, а бути добрими партнерами в Європейському Союзі. Дуже тому дякую вам. Буде однозначна позиція європейських країн, це дуже важливо. І жорсткі санкції, вони будуть йти паралельно і з українськими подіями, і з подіями в Росії і Білорусі. Дуже дякую. Не реакція на Навального допомагає усьому пострадянському простору. Але треба допомагати цій допомозі. Тут Україна має ініціювати процеси щодо посилення і, скажімо так, точковості цих санкцій перенести на ширше полотно і давати можливість атакувати санкціями не тільки окремих персонажів, але і російську систему завдання небезпеки Європейському Союзу в цілому. Андрей Шкель, политолог, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Давайте поговорим о санкциях, но уже против Северного потока-2. О них активно заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. И, кстати, даже канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что строительство газопровода могут заморозить. А Дональд Трамп вообще активно настаивает на этом. Давайте посмотрим сюжет. Северный поток начали прокладывать по дну Балтийского моря как альтернативу газопроводу через Украину. Закончить проект должны были в конце 2019 года, хотя сроки постоянно откладывали. А сейчас и вообще строительство остановилось. Все в связи с американскими санкциями. Общая стоимость проекта 10 миллиардов евро. Сейчас он готов на 94%. Осталось проложить всего 160 километров труб.
Единственный акционер проекта компания «Газпром». Россия и Германия неоднократно заявляли, что проект носит исключительно экономический характер и что политика не должна ему мешать. Ангела Меркель выступала против того, чтобы на него накладывали какие-либо санкции. Но после отравления Алексея Навального канцлер Германии впервые не исключила санкции против газопровода. А министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вовсе заявила, что и так недолюбливала «Северный поток-2». Я всегда говорила, что «Северный поток-2» далеко не самый любимый мой проект. Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины. А вот американцы сразу предложили наказать Россию за отравление оппозиционера и призвали приостановить достройку газопровода. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что поддерживает идею отказа от Северного потока. Однако предположил, что Германия может быть настолько зависима от России в поставках энергоносителей, что остановка будет невозможна. Почему Германия делает бизнес и дает России миллиарды, в то время как мы защищаем Германию от России? Германия имеет слабую позицию, когда речь заходит про энергетику. Они закрывают все электростанции. И тем не менее, одна часть экспертов говорит, что несмотря на штрафы и санкции, газопровод достроят. А вот другие уверены, что из-за пандемии потребность в газе в Европе сократилась. Поэтому мощности труб сейчас не нужны. Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич с нами сейчас на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Вот мы с нашими экспертами, обсуждая тему «Северного потока-2», говорили о том, что немцы и правительство Германии будут достаточно циничными и будут отделять экономические выгоды от гуманитарных, ценностей. Но сегодня мы видим, что канцлер Германии не исключает введение санкций против «Северного потока». Как вы считаете, будут ли введены санкции или нет? Если именно каким образом будут или нет, то ответить невозможно. Это зависит не столько от кейса потребления Навального, это зависит еще от линий диалога между Германией и Соединенными Штатами Америки, а также от линии диалога между Германией и Польшей и США, потому что одновременно Польша строит свой газопровод, чтобы поставлять газ из Северного моря. И, по крайней мере, в Дании есть проекты Соединенных Штатов Америки по наращиванию поставок сжиженного газа на европейский рынок. И эти проекты реализуются. И тут многое будет зависеть действительно, среди прочего, от дипломатической активности. И второе, это от цены на газ. Сам проект все-таки я уверен, что на протяжении ближайших нескольких лет он будет достроен. По крайней мере, даже если мы берем именно сооружение газопровода и врезку его в газотранспортную систему Германии, то, скорее всего, это произойдет на протяжении ближайших 2 лет. Потому что не зря Россия самоходные и свободные корабли, которые могут достроить свои корабли, которые могут достроить данный газопровод, она вывела из системы «Газпрома», из холдинга и создала отдельное юридическое лицо, которое на сегодня владеет этими кораблями. И в случае даже санкций, то санкции коснутся отдельно взятого российского юридического лица. То есть фактически можно говорить, что это фирма-однодневка только для очень масштабного проекта. Другой вопрос, когда и как будет запущен газопровод «Северный поток», что будет ли он запущен. Тут снова-таки очень сильно зависит от того, насколько будет обрабатывать новое месторождение Турции, чем закончится спор между Турцией и Грецией за разведку газоносных пластов в Средиземном море, когда будет ли запущена промышленная разработка месторождения в Черном море, которое Турция построила, потому что два турецких газопроводов, которые они сейчас ведут до Австрии, с возможной врезкой газотранспортной системы Германии. Потому что южное направление транзита, оно достаточно интересно, в том числе и для европейских потребителей, в том числе и для немецких потребителей. При этом оно лишено такой токсичности, как «Северный поток-2», поскольку Турция сама на своей территории
фактически выступает в роли газового хаба для Европы, потому что она имеет вход сразу из 6 источников, только один из которых российский, и, соответственно, продавая уже, ну, образно выражаясь, газовую смесь, которая принадлежит различным, скажем так, поставщикам. Тем не менее, сам Северный поток все-таки как минимум достроен будет. Вопрос в врезке. Вопрос в врезке – это снова-таки вопрос политический в первую очередь, а не столько экономический. И Россия будет настаивать и максимально использовать свои лоббистские инструменты, чтобы к 2024-2025 году этот газопровод заработал. Если же говорить о краткосрочной перспективе, то действительно во время экономического спада ближайших 1,5-2 лет ожидать быстрого запуска данного проекта не приходится. Спасибо большое. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. Может ли отравление Алексея Навального каким-то образом повлиять на экономические отношения между Германией и Россией? Ну, мы видим, что может. Если уже сейчас госпожа Меркель заявляет, и топ-политики немецкие заявляют о возможности срыва постройки Северного потока, к которому Россия фактически подталкивает такими действиями, это уже беспрецедентно. Агрессия в Украине, репрессии на оккупированной территории Востока и Крыма, ситуация с водой в Крыму и многие другие вещи не вызывали такой реакции. А по Навальному это уже прямое применение химического оружия по отношению к оппозиции. И, конечно же, для европейцев это уже такой вроде бы как небольшой, но тем не менее шарик на эти чаши весов, который уже перевешивает. Это прямая угроза безопасности. Ну, до этого они как-то разделяли эти вопросы, разделяли экономические вопросы и гуманитарные ценности, и даже по Северному потоку. Но сейчас вот риторика Ангелы Меркель изменилась, и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр также говорит, что она недолюбливала Северный поток-2. Говорит ли это о том, что действительно Северный поток будет заморожен? Не факт. Опять же, может продолжиться, поскольку сейчас это идет позиционно-дипломатическая борьба. Россию принуждают к тому, чтобы было проведено расследование, чтобы она либо признала ответственность за это, либо фактически нашла козла отпущения. И если... Но это же невозможно. Ну, смотрите, сейчас в России возьмут, проведут следствие и скажут, что это была какая-то там террористическая акция, еще что-то. Но это же абсурд. Ну как можно доверять? Части лобби в Германии российского и бизнесового немецкого с удовольствием это растиражируют по медиа и скажут, ну, собственно, вопрос исчерпан, да, они досмотрели, да, надо принять что-то формально, какие-то там санкционные вещи, поскольку российский режим допустил, но Северный поток, наверное, не надо ставить под сомнение. Поэтому это дамоклов меч над Россией надвисший в виде Северного потока, который, может быть, будет достроен, может быть, нет, а на самом деле он уже и свою экономическую и даже геостратегическое значение во многом потерял, поскольку на замещение российского газа зашел сжиженный газ американский. Потребление понизилось. По югу мы видели, что Турция уже отказалась от потоков с Россией, южной нитки, южного потока, потому что просто экономически необоснованно, это количество не нужно. И, соответственно, по Северному потоку тоже ограничения на выходе трубы, 50% возможности использования Российской Федерации, а другое должно быть использовано другими компаниями. Все это фактически ставит под сомнение вообще целесообразность его. Поэтому для России, конечно, это имиджевый вопрос и это военный вопрос, чтобы нейтрализовать фактор украинской трубы, как сдерживающий ей руки для более широкомасштабной агрессии. А для европейцев, на самом деле, она уже теряет свои значения. Для Германии почему это важно? Потому что немецкий бизнес на этом может зарабатывать, и Германия могла стать ключевым хабом по распределению российского газа. Плюс там еще норвежский идет. И, соответственно, таким образом играть на поле Германии и России субъектную роль, когда они банкуют фактически на этой трубе и все вентили держат у себя. Сейчас, когда по ней газ не будет идти, когда эту трубу надо содержать, то для Германии это утрачивает геоэкономический, геостратегический интерес. А безопасностные риски нарастают, со Штатами позиции все равно таким образом утрачиваются, потому что со Штатов газ заходит, а Россия становится и для них теперь чемоданом без ручки с этим Северным потоком. Скажите, а отравление Алексея Навального может быть как-то связано с протестами в Беларуси и ситуацией, которая там происходит? Сложно предположить, поскольку обычно российские спецслужбы действуют более тонко в вопросах, которые касаются внутри страны.
Но, конечно же, предположить мы можем, что действительно у Путина начинают делать выводы из ситуации в Беларуси и понимают то, что безлидерный протест его намного легче победить. И даже такой травоядный оппозиционер, как Навальный, поскольку мы понимаем, что он в системе внутриполитической элиты Российской Федерации занимал собственную нишу, и он был частью этого элитарного круга. То есть это, иными словами сказали, карманная оппозиция, которая играет с несколькими башнями Кремля. И даже такой лидер может символическую роль сыграть в случае широкомасштабных протестов в России. Хабаровск показал, что эти протесты не просто назревают и кипят, а они возможны, и люди могут выходить, то в России вполне вероятно, что решили таким образом снять этот риск. Причем не факт, что это было решение Путина, а вполне вероятно, что это работа уже спецслужб с тем, чтобы выслужиться и с тем, чтобы минимизировать риски вокруг царя. Давайте переходим к главным новостям Беларуси. Они сегодня, к сожалению, неутешительные. Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую накануне неизвестные затолкали в автобус в Минске, чтобы не пересекать границу Беларуси с Украиной, порвала свой паспорт. Как сообщает штаб Виктора Бабарыка, Мария Колесникова задержанная находится в погранотряде. А вот двух ее коллег, Ивана Кравцова и Антона Родненкова, силой выдворили из страны. Они сейчас находятся в Україні. Давайте послушаем Антона Геращенко. Це було насильницьке видворення з рідної країни з ціллю компрометації білоруської опозиції, щоби представити все так, що лідери опозиції кидають на призволяще сотні тисяч протестуючих проти режиму Лукашенка і втікають до затишної України. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон. Всю відповідальність за її життя та здоров'я несе персонально Олександр Лукашенко. Давайте посмотрим, что сказал один из оппозиционеров на границе с Украиной. Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время. Ну, а с нами сейчас на прямой связи из Беларуси Юрий Губаревич, белорусский политик, руководитель движения «За свободу». Юрий, здравствуйте. Добрый день. Что у вас там сейчас происходит в Беларуси? Какие последние новости? Ну, действительно, события этого дня связаны с попыткой выдворения Марии Колесниковой. До настоящего времени неизвестно, где она точно находится. Возможно, погранотряд, но связи с ней нет. Адвокат тоже не имеет возможности ее посетить. Что касается заявлений двух представителей секретариата Координационного совета, да, я надеюсь, что в настоящее время, находясь в Киеве, они смогут более детально пояснить ситуацию, и было ли это их личное решение добровольное, или же они были каким-то образом силой, попытка их выдворить. Что касается последнего этого видео, которое мы посмотрели в сюжете, оно было сделано на территории Республики Беларусь, на телефон, который по настоящее время находится по геотаргетингу в Минске. Это значит, что все-таки нельзя говорить про какой-то добровольный характер записанного видео. Угу. Но это же не первая такая ситуация. Можно вспомнить случай Ольги Ковальковой, Павла Латушко, который тоже был выдворен из Беларуси. Сначала он сказал, что он выехал по собственной воле, а после, когда он уже выехал, он сказал, что ему угрожали и ставили перед выбором либо уголовное дело, либо ты там принимаешь эту иммиграцию. С Ольгой вообще было по-другому. Ее с тюрьмы вытащили и сразу выдворили из страны. И сейчас ситуация, в принципе, повторилась. Можно ли так сказать? Да, и можно тут начать от ситуации с самой Светланой Тихановской, которая первые дни после того, как выиграла выборы, была приглашена в Центральную избирательную комиссию, где с ней уже работали люди со спецслужб, и после 7 часов обработки ее также вывезли в направлении литовской границы и заставили покинуть Республику Беларусь. Еще есть факт недопуска в Беларусь митрополита католиков Тадеуша Кондрусевича. Это достаточно известная, влиятельная персона. У нас большое количество граждан принадлежит этой конфессии. Он гражданин Беларуси, его просто не впустили после очередной зарубежной поездки. То есть власть использует эту методику для того, чтобы не наполнять тюрьмы политзаключенными, но избавляться от оппонентов, чтобы они не находились на территории Беларуси.
Выдворение оппозиционеров из Беларуси как меняет ситуацию? Как дальше будет работать Координационный совет? Координационный совет, основная часть, состоит из почти полусотни человек, большинство из которых находится в данный момент в Беларуси, и это существенным образом не отразится на работе Координационного совета. То есть решения принимаются, обсуждения вопросов происходят. Вот такая попытка обезглавить Координационный совет, это, с одной стороны, свидетельствует о желании власти расправиться и с протестами, которые происходят в Беларуси, но, однако, это ложный след, так как Координационный совет не руководит протестами. Протесты децентрализованы и происходят зачастую просто стихийно по ситуации, когда люди решают собраться и участвовать в одном месте, в одно время, согласно определенной повестке. Вот тут можно сказать про то, что сегодня тоже намечен такой выход людей на улицу. Буквально в ближайшее время как раз-таки тема этого выхода — это поддержка Марии Колесниковой и всех тех людей, которые находятся в заключении. Ну да, сегодня в телеграм-каналах стало известно, что на 18:00 была запланирована акция в поддержку Марии Колесниковой. Как вы считаете, это может как-то помочь ей, как-то повлиять на ее судьбу? Ну, белорусская власть не принимает пока вот этот массовый выход на улицу как руководство к действию, хотя действительно это уже месяц протестов, и с ними ничего невозможно сделать. У нас каждые выходные просто сотни тысяч человек в Минске и тысячи по всем городам Беларуси выходят, чтобы засвидетельствовать несогласие с тем, что произошло во время президентских выборов и после них. И главное требование тех, кто протестует, это смена власти, уход Александра Лукашенко от должности президента и расследование всех этих случаев фальсификации на выборах и действий против мирных демонстрантов, пыток, массового применения силы, которые происходили в Беларуси. То есть эти требования остаются неизменными, ну и власть никак не может переломить ситуацию. Вот мы видим уже традиционно каждое воскресенье на улице выходят сотни тысяч белорусов. Сегодня запланирована очередная акция в поддержку оппозиционеров. Да? Вот как вы считаете, могут ли вот эти активные действия граждан, протестные акции стать триггером для Лукашенко и его такого жестокого отношения, в том числе ввода специального контингента, о котором говорил Владимир Путин? Да, действительно, действия властей последние дни стали более жесткие, и если раньше протестующие могли каким-то образом передвигаться по улицам городов, теперь люди в форме, но зачастую без опознавательных знаков, просто подъезжают в автобусах, накидываются, задерживают. Опять-таки случаи избиения, которые попадают на видео других участников протеста. Все это происходит в последние дни, однако, наверное, эти попытки превратить мирные протесты в такое силовое противостояние, они будут неуспешными, так как население Беларуси, оно принципиально придерживается мирных методов, тех, кто будет протестовать, и считают, что провокации, они как раз-таки и переход в силовое противостояние, они будут направлены против конечной цели, это то, что уже озвучивалось. Способствует решению. Сегодня президент и временно исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко заявил в одном из интервью российским СМИ, цитирую, «немного пересидел, возможно». Что это? Как бы вы это прокомментировали? Попытка осознавать ситуацию и мириться с реальностью. Даже вот отрицание факта наличия Координационного совета, которое постоянно звучит из уст Александра Лукашенко, уже так или иначе он все равно признает эту субъектность и понимает, что надо будет рано или поздно выходить на переговоры. И сейчас программа Александра Лукашенко — это попытка подменить повестку вопроса отставки, заменить на конституционную реформу, которая должна пройти в течение ближайших 2 лет. Опять-таки непонятно, по каким конкретно пунктам Конституции и с какими возможностями для общества влиять на проведение этой конституционной реформы. Но эта попытка, наверное, не будет иметь успеха, так как
большинство представителей протестных кругов, они даже не реагируют на вот эти слова, прекрасно понимая, что оставив для Лукашенко возможность управлять страной, это значит дать ему в руки все инструменты для расправы с теми, кто выходил эти дни на улицу, кто поддерживал протест. Мгм. Какие варианты развития событий вы видите в дальнейшем, в ближайшей перспективе? Свою роль должна сыграть и экономическая ситуация. Она заметна и стабильно ухудшается. И если еще какая-то часть общества, наверное, не приемлет политическую повестку, то экономические вопросы заставят и эту часть общества выйти на улицу. Тем более, что двери уже распахнуты. Даже рабочие предприятия, которые отказались от идеи забастовки, а в первые дни активно участвовали и пытались организовать забастовки на своих предприятиях, они понимают, что это такое и как это можно делать. Это действительно новая ситуация, которая не была в Беларуси последних 26 лет. И я считаю, что такое всеобщее непринятие власти Александра Лукашенко, она рано или поздно приведет к отставке. Ну а уже как бы говорить, через сколько дней или месяцев это произойдет, наверное, тяжело в данный момент, но то, что это будет, в этом есть полная уверенность. И вот, возвращаясь к ситуации с Марией Колесниковой, вот что я хотела у вас еще спросить. Ну вот все-таки она, как оппозиционер, Колесникова была важным символом для вот этих протестных акций. Как вы считаете, кто будет дальше вот тем вдохновляющим человеком, вот этим символом оппозиции для белорусов? Есть ли сегодня такой человек? Опять-таки специфика белорусских протестов — это отсутствие формальных лидеров или, скажем так, быстрая смена этих лидеров. То есть достаточно вспомнить, что в начале года это еще были представители, так скажем, старой традиционной оппозиции, потом появление новых фигур, как Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, тот же Виктор Бабарико, Цыпкало, это уже выходец из номенклатуры Александра Лукашенко, Павел Латушко, вот, тоже герой последних дней. То есть, как видим, тут целый набор людей, которые могут считаться лидерами, но в то же время отсутствие их или присутствие на политической сцене не влечет за собой какое-то сворачивание протестов. Протесты идут изнутри, из желания глубинной части белорусского народа изменить ситуацию. А кто в данный момент будет спикером этих протестов или лицом протестов, это не так уже и важно. Вот мы увидели на примере Марии Колесниковой, Латушко, Антона Роченко, Ивана Кравцова и так далее, что людей, которые выходят, являются оппозиционерами, просто вывозят из страны, выдворяют, депортируют. Вы, как оппозиционер, как политик, не боитесь? Тут нечего бояться, потому что бесконечно бояться невозможно. Я тоже являюсь членом Координационного совета и недавно был вызван на допрос Следственный комитет, как и все другие члены совета, которые проходят по этому уголовному делу. В любой момент, конечно, власти могут предпринять какие-то действия, но в то же время я уверен, что и на мое место придут новые люди, и это никоим образом не повлияет на ту атмосферу, которая есть сейчас в Беларуси, и никоим образом не остановит протест. Спасибо большое. Юрий Губаревич, белорусский политик, руководитель движения «За свободу», был с нами на прямой связи из Беларуси. Спасибо вам большое. Как вам видится все то, что происходит сегодня в Беларуси с выдворением оппозиционеров? Давайте сначала общая рамка. Общая рамка такова, что те процессы, которые сейчас, это не начало чего-то. Это, наоборот, завершающий этап того, что белорусское общество все эти годы подпольно, но взрослело и доросло и созрело до того, что они предъявили диктатору, то, что они имеют права, и которые готовы они защищать, и в частности право на то, чтобы сменить власть. Поэтому логика несколько другая. Общество прогревается и вырастает до того, что такие действия произошли. И это уже инициация. Теперь начинается новый этап, который уже будет иметь новые характеристики, и в котором, конечно же, Лукашенко места нет. Другое дело, что вопрос времени, когда он уйдет. Лукашенко сейчас выдворяет оппозицию с простой причиной. Он прорежает ряды этого Координационного совета.
100% белорусские спецслужбы проанализировали, кто для них там более выгодный, кто менее выгодный. И они самых буйных выдворяют таким образом, не сажая, чтобы не напарываться на то, чтобы они пополняли лавы политических заключенных, а из-за границы чего-то там себе заявляли, говорили и так далее. Тут и так для Беларуси все очень печально. И все прекрасно понимают уже по всему приграничью Беларуси, что происходит. И Украина заняла однозначную позицию, и Польша, и Литва, и все западные партнеры. Соответственно, тут Беларусь от этого ничего не теряет. Ну вот мы видели видео Ивана Кравцева, его просто заставили записать это Да, видеообращение? конечно. Ну, мы же видим, как он, каким тоном говорит, тем более, если телефон действительно биллингуется в Минске, то это к бабке не ходи, понятное дело, что это был вынужденный ход. Более того, параллельно с этим Лукашенко начал прибегать к так называемым тетушкам. И мы видим, что все больше появилось людей на улице без опознавательных знаков, которые избивают, которые нападают. Таким образом пытаются Чем-то 14-й год напоминает. Пытается эскалировать конфликт для того, чтобы в необходимый момент Координационный совет отмежевался и сказал, это не наши методы, мы только мирными методами. Лукашенко получил легитимное право на применение насилия, то что это, смотрите, бандиты, от которых даже сама оппозиция открещивается, и таким образом обезопасить себя от более радикальных форм протеста для того, чтобы легитимизировать даже в глазах, скажем, демократически настроенной части белорусского общества право на насилие в целях установления порядка и недопущения дестабилизации. Вот у нас буквально 2 минуты до завершения нашего эфира. Действия Путина. Что он будет делать? И сегодня мы видим, что он помогает Лукашенко. Зачем? Конечно. Потому что в обмен на это ему может дать Лукашенко? Он усиливается. Уже слабый Лукашенко. И сейчас Путин, конечно же, будет его как можно сильнее обнимать, потому что он его просто таким образом поглотит. Поглотит его вместе с Белоруссией. Стратегически от создавшейся ситуации Россия уже проиграла, потому что белорусское общество поменялось, и это уже не российский вектор развития, он не проевропейский, еще не задекларированный, но это модель не тоталитарная, не российская, не постсоветская даже. Соответственно, тут проигрыш. Но тактически сейчас от любых сценариев, которые бы не были, побеждает оппозиция, не побеждает оппозиция, остается Лукашенко ослабленным, Беларусь повергается в хаос и в гражданское противостояние. Эти все сценарии для России тактически выгодны. Поэтому Россия на этом поле играет несколько ролей. Но стратегическая цель Путина – это инкорпорация Беларуси, правильно? Я бы сказал, то, что это тактическая цель более долгого периода на сейчас. Потому что стратегически Россия уже не инкорпорирует Беларусь. Цена съедания Беларуси будет поедание белорусского общества, в котором уже критическая масса людей не воспримет это. И тогда, в случае активных этих действий, те, кто сейчас являются пророссийскими, но продемократическими в Беларуси, они станут антироссийскими, потому что Россия станет угрозой демократизации самой Беларуси. То, как сейчас ее не рассматривает львиная часть белорусского общества, и почему оппозиция на вопрос, чей Крым, не может ответить, потому что нет поддержки в обществе, и почему белорусское общество говорит все время, мы же не Майдан, здесь же не Майдан, это же не Украина. Спасибо большое. Политолог Олег Саакян был гостем нашей студии. Ну а я с вами не прощаюсь. Буквально через 5 минут в нашей студии будет член Меджлиса крымско-татарского народа Гаян Юксель. Не переключайтесь, скоро.